В окружении орхидей, фикусов и других растений они старательно отвечают на все вопросы экодиктантов. Атмосфера этому способствует. Встреча главы Ингушетии с экоактивистами и всероссийский экологический диктант в Зимнем саду. Разрушенные стены, обвалившаяся крыша и страх потерять близкого человека. Обычный выходной день для семьи Картоевых обернулся настоящей трагедией. Взрыв бытового газа по улице Асканова в Икажеве. Молодая женщина получила 90% ожогов. Я по-русски не знаю. Извините. А как вы здесь работаете, если по-русски не разбираетесь? Пойдемте выясним. Трудности перевода, разрешительная документация на проживание, нетрудовую деятельность, маски и спецодежда, что показал рейд по мигрантам. На дорогу до места назначения ушло около 5 минут. Врачи уже зашли и осматривают больного. Нас попросили хозяева дома не заходить. Их работа требует спешки. Расскажем о буднях сотрудников скорой помощи в условиях эпидситуации. По традиции, в третий день соревнований схватки самые зрелищные. Сегодня разыгрывается больше всего медалей. Решающие минуты – финальные поединки открытого первенства СКФО по дзюдо среди юношей и девушек. Здравствуйте, это новости 24. Реализация проектов, направленных на защиту природы, решение экологических проблем в Ингушетии и в мире обсудили сегодня в Зимнем саду администрации главы и правительства республики. Там прошла встреча Махмуда Али Калиматова с волонтерами. Но прежде участники дискуссии написали экологический диктант, поддержав таким образом всероссийскую акцию. Репортаж Хавы Гагиевой. В окружении орхидей, фикусов и других растений они старательно отвечают на все вопросы экодиктанта. Атмосфера этому способствует, а здесь собрались все, кто неравнодушен к экологии нашей республики. В этом году формат акции продиктован скорее не географическими особенностями, а эпидситуацией – онлайн, офлайн и смешанный. 3 способа проведения диктанта. Все вопросы взаимосвязаны, а само мероприятие приурочено к Всемирному дню отходов. Среди участников 20 эко-волонтеров, министр природных ресурсов республики и специальный гость – председатель Российского экологического общества. Мне очень нравится этот подход. Теория малых дел. Мысли глобально, действуй локально. Вот такая простая формула, она позволяет быть активным, действительно вовлеченным и понимать, что ты не только отвечаешь за ту территорию, где живешь, за свой дом, но и делаешь для того, чтобы сохранять чистоту своей земли, своего дома. На все про все час, 15 минут на знакомство с инструкцией, 45 уже для ответов на вопросы. Списать здесь вряд ли получится, да и желания такого нет, признается Назир Галаев. Региональный координатор нового движения «Волонтеры-экологи» проходит тест не спеша. Однако в каждом своем ответе парень уверен. В рядах экопомощников он давно с каждой проблемой знаком лично. Но больше всего его волнует проблема вырубки леса. Самый главный воздух вырубать уже в Ганеже, и езжу от Ганеже, ехаю от Ганеже, чего толкаются Ганеже, избахаги, езжу от Ждаях, а ценёка жит моя, цахам дебат, ну издахит жбат выборешь, издахит положить, цаназ донести дирать шорсу. Цель экодиктанта – повышение уровня экологической грамотности среди различных слоев населения и бережного отношения к окружающей среде. Поэтому к самому мероприятию организаторы подошли оригинально. Просто экологично, а самое главное, все меры защиты соблюдены. Для каждого участника экодиктанта были розданы вот такие одноразовые ручки, которые переработаны из макулатуры. А сразу после встречи с главой республики, обсуждение важных экологических проблем региона и перспективных проектов молодых ребят. Невыдуманные факты загрязнения окружающей среды, казалось бы, должны перевернуть сознание людей. Но на деле переворачиваются только пластиковые бутылки огромного тихоокеанского мусорного пятна. Как раз вот Минприроды, как раз вот те нацпроекты, в которые мы сейчас входим, да, мы должны условия создать, чтобы человек хотя бы там пешком дошел, мусор положил. Новые проекты с 2021 года. Ни одно помещение, здание, сооружение не будет строить. Школы, детские сады без очистных построены. А там же грунтовые воды, еще что-то, понимаете? Поэтому проблема ясна. Нам сегодня нужно, чтобы во враг не сливали это, не выбрасывали мусор,
Но для этого нужно, чтобы побольше, вот у нас будет возможность, там полигоны, сортировочные заводы, знаете, реклама пойдет, вы будете пропагандировать это на площадках своих. Любое правильное для жизни, деятельности субъекта, именно жителей для нас, любые инициативы мною лично будут поддержаны. Наше благополучие материальное, должностное, любое, оно ничего не значит, если мы не сможете с детьми выйти к речке, к озеру. Зачем тогда? Зачем? Если пошел к речке, ребенок не может зайти искупаться. Вот что вопрос. Поэтому полностью не то, что поддерживаю, очень буду поддерживать ваше движение, ваши намерения. Реализация проектов, международные отношения, целевые места на ведущие экофакультеты страны, взаимопомощь активистов и региональных ведомств. Обсуждали разные вопросы, но самым актуальным стал награждение волонтеров и помощь при поступлении. Вы абсолютно верно обозначили одну из основных мотиваций волонтеров, чтобы вот таким образом стимулировать и поддерживать волонтерство. В конце встречи Махмуд Али Калиматов наградил участников грамотами. Активисты также не оставили главу без внимания. Подарили руководителю субъекта удочку, обещав в будущем соорудить аналогичную, но экологически безопасную. Хава Гагиева, Асхат Белакиев, Новости 24. Экодиктант сегодня проходил на базе Центра культурного развития. Порядка 60 школьников проверяли свои знания в области экологии. Но перед этим мастер-классы ремесленников, эко-волонтеров по очистке воды от нефтепродуктов и многое другое. На второй офлайн-площадке Всероссийского экологического диктанта побывала наш корреспондент Тамара Хашигульгова. После фильтрации употреблять в пищу нельзя, только в технических целях. Если вы хотите пить воду, нужно обязательно предупредить, так как остаются некоторые металлы. Как сортировать мусор или очистить воду от нефтепродуктов? На второй площадке «Экодиктанта» к организации подошли с креативом. Это не маленькая химическая лаборатория. Это экоактивисты клуба «Эколав» со своими экспериментами. Ребятам не только рассказывают, но и показывают на примере о различных способах сохранения окружающей среды. Как разделять мусор и зачем это делать? Но наш клуб направлен для того, чтобы учить людей, учить подрастающее поколение. Разделяя мусор, мы, во-первых, улучшаем экологическую обстановку вокруг нас, уменьшаем количество свалок, а также мы можем решить некоторые проблемы в плане экономических. Есть пластик, бумага, стекло, но и некоторые предметы нельзя сортировать и вообще перерабатывать. Позаботиться не только о флоре, но и о фауне планеты. Тех, кто умеет обращаться с молотком, привлекли к строительству домиков для птиц. От практики уже к теории. Какие лампы наиболее энергоэффективны? Какие организмы не способны очищать воду от нефтепродуктов? Экзаменуемым предстоит ответить на 25 вопросов. Для ученицы 6 класса Марем Барахоевой это тестирование по счету первое, но она не переживает. Наш класс пригласили сюда, потому что мы в прошлом году выиграли в конкурсе «Спаси Грута». Мы собрали 1 тонну макулатуры. Я очень люблю предметы, как география, биология. И я всегда учу эти предметы, и эти вопросы мне кажутся несложными. Тут говорится про, например, что обозначает той или иной знак, или еще каких, например, предметах нужно относить бумажные пакеты, или какой заповедник, где находится самый большой заповедник. Как по мне, не самые сложные вопросы. Проект, в котором могут поучаствовать все, кому больше 12, кто владеет русским языком. Диктант по своей структуре больше похож на контрольную по географии или биологии. Длится столько же, целый урок. И также нельзя никуда подглядывать. Диктант, в принципе, несложный. Сложности возникли там с вопросами про даты всякие и какие животные занесены в книгу красную. Вопрос в основном про то, что как мы должны сберегать экологию и как она уже пострадала. Ответил я уже почти на все, на 19 осталось еще пару вопросов. Я думаю, что на 4 напишу точно. Популяризировать знания об экологии и сформировать экологическую культуру и грамотность населения. Экодиктант проходит ежегодно уже на протяжении нескольких лет. В этом году он посвящен Всемирному дню вторичной переработки отходов. Экологическое воспитание и просвещение теперь в Конституции Российской Федерации зафиксировано. Готовятся государственные программы по экологическому образованию.
Воспитательный эффект нужен, потому что это культура. Это то, с чем мы должны жить, быть экологически ответственными, вне зависимости от наших должностей, возраста. И в школах, в детских садах с этого надо начинать. Воспитание экологическое, оно формирует культуру. Под эгидой бережного отношения к природе, к окружающей среде, к нашей экологии. Впечатление, если честно, несмотря на то, что я работаю в этой сфере, были некоторые вопросы, над которыми я задумывался. То есть над чем работать, есть над чем совершенствоваться, в том числе и мне, как руководителю экологического ведомства. Тестирование будет проходить до 18 ноября. Результаты станут известны уже 23 ноября. По итогам всем участникам вручат сертификаты, а победителей наградят грамотами и призами. А еще организаторы обещают, что на сайте проекта все желающие смогут провести и работу над ошибками. Тамара Хшагульгова, Магомед Дидигов, Новости 24. В результате взрыва в одном из частных домовладений в Икажеве по улице Асканова пострадала 23-летняя девушка. С сильными ожогами ее доставили в ИРКБ. Врачи оказали экстренную помощь и провели операцию. Обстоятельства происшествия выясняют специалисты. Детали случившегося узнал у очевидцев Микаил Тангиев. Разрушенные стены, обвалившаяся крыша и страх потерять близкого человека. Обычный выходной день для семьи Картоевых обернулся настоящей трагедией. Мощный взрыв прогремел в 3 часа дня, в результате чего молодая девушка получила тяжелые травмы и ожоги. На место тут же выехала бригада МЧС и несколько единиц техники. Исрапил Картоев еще долго не забудет события минувшего дня. Совершив послеполуденный намаз, он был в соседнем доме, когда услышал громкий хлопок. Сразу же выбежал под навес. Я ее помощь оказался. Пострадавшую в результате ЧП экстренно доставили в реанимационное отделение ИРКБ. Врачи поставили диагноз 90% ожогов. Было принято решение о срочной операции, учитывая положение девушки. Беременность 35-36 недель. Больной была оказана необходимая экстренная помощь, экстренное родоразрешение путем кесарево сечения. Извлечен живой ребенок, девочка. Девочку отправили в перинатальный центр к профильным специалистам. Больной к Сокаловой оказана необходимая и проводится интенсивная терапия. На сегодняшний день она в сознании, на самостоятельном дыхании, гемодинамически стабильная. Основная версия случившегося – это взрыв бытового газа. На месте работают сотрудники газовой службы, которые проверяют несколько точек на предмет утечки. Хозяин дома уверяет, в комнате не было газового оборудования, и причину взрыва надо искать извне. Проверьте. Ара центральной линии. Сухит жвать должен загуш. Вот да, аю газ котел дала. Котел он цахчумчанис. Поврежден оказался центральный газопровод. Именно из этой трубы газ потихоньку выбивался наружу. Сейчас локальную аварию устранят. Но есть ли в этом смысл, когда необходима полная замена старой газовой линии? В свою очередь, местные власти обещали не остаться в стороне и помочь этой семье. Семья оборудование исправно, долго воздалось, вовремя, ежемесячно оплаты есть. Абонент был, дал могла, он дик новослед сидеть отдаство. Уже начата проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности со стороны контролирующих и надзорных органов. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Микаил Тангиев, Майрбек Миржоев, Новости 24. В каких условиях и на каких основаниях сотрудники Управления по вопросам миграции МВД по Ингушетии и трудовой миграции региона провели совместные мероприятия по выявлению граждан, незаконно находящихся на территории республики и занимающихся при этом трудовой деятельностью без соответствующего на то разрешения. Подробности у нашего корреспондента. Я по-русски не знаю. Извините. А как вы здесь работаете, если по-русски не разбираетесь? Пойдемте выясним нахождение вашей территории республики.
Один ответ на все неудобные вопросы. Впрочем, языковой барьер ряду сотрудников миграционной службы не помеха. Они должны проверить законность пребывания этих людей в регионе. Как выяснилось, документов, разрешающих проживание и трудовую деятельность на территории республики у иностранных граждан нет. Вы сейчас не можете мне представить ни документов, удостоверяющих вашу личность, ни документов, подтверждающих законность нахождения, а также документы, подтверждающие вами трудовую деятельность. Поэтому для установления данных обстоятельств будет доставлен в отдел, где будет проведены необходимые процедуры. Что у вас было месяц назад, год назад, в настоящее время нас не интересует. Вам понятно? Все, поэтому собирайтесь. Сейчас карантин идет, не знаю вообще. Вот поэтому маску надеваем, тем более. Вы должны соблюдать карантинные меры. Вот есть вместе маска. с нами надевайте средства индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты у нелегалов имеются, а вот со спецодеждой проблема. Предположительно, граждане Азербайджана уже второй месяц зарабатывают на хлеб. Здесь, на территории строящегося многоквартирного дома по улице Горчханова. И делают они это, пренебрегая всеми нормами безопасности. В связи с чем свои вопросы появились и у сотрудников инспекции труда. Вы наверху работаете? Нет, все. Что вы там делали? Кладка? Этаж, магазин. Каска где ваша? Спецодежда каска где? есть. Перчатки где? Обувь где? Не выдают вам, да? Каска есть. Работодатель обязан соблюдать трудовые права своих подопечных, а именно предоставить им все необходимые условия, разъясняют визитеры. Здесь, на территории будущего военного комиссариата, они также обнаружили массу нарушений. Руководитель стройобъекта обязался их исправить только после соответствующего предписания. Я думаю, будем бороться с этим, будем исправлять, будем строить здание так, как для себя. План совместных мероприятий по проверке соблюдения миграционного и трудового законодательства охватил ряд многих столичных стройобъектов. Нарушений, как и самих нелегалов, оказалось много. Все задержаны для выяснения личности. Правда, депортировать их не будут. Так, в соответствии с указом президента России 274, в связи с распространением коронавирусной инфекции во дворе нелегальных граждан запрещено. По словам Андрея Петрашова, это не первый и не крайний рейд. Выявлять нелегалов будут и дальше. На объектах мы в первую очередь смотрим это нахождение уведомлений по месту пребывания иностранных граждан, то есть законность их нахождения. В дальнейшем смотрим при осуществлении трудовой деятельности наличие патентов. Также смотрим наличие трудовых договоров, надлежащим образом оформленных уведомлений о привлечении к трудовой деятельности. А также по результатам рассмотрения документов уже будут приняты штрафные санкции в отношении мигрантов, а по факту выявленных нарушений будут проводиться уже административные расследования в отношении юридического лица. Те, которых нанял, да, на работу устроил? Так точно, мы будем устанавливать, то есть наличие трудовых отношений, договорные организации, подрядные организации, кто непосредственно был заинтересован в привлечении, скажем так, иностранной рабочей силы, и, соответственно, по результатам расследования уже будут приниматься решения в соответствии с действующим законодательством. Наша цель сегодня установить, соблюдается ли на данных объектах трудовое законодательство. Это в первую очередь заключен ли трудовой договор с работниками, соблюдается ли условия охраны труда. Мы уже зафиксировали нарушения, что практически у нас какую-то часть спецодежды выдается, но в основном нарушения зафиксированы. Дальше будем работать в целях устранения выявленных нарушений, и виновные лица будут привлечены к административной ответственности. Следует отметить, что находящихся на территории Ингушетии нелегальных граждан будут проверять и по линии Центра противодействия экстремизма. Ну а самих работодателей за вышеперечисленные нарушения ожидает штраф от 20 до 150 тысяч рублей. Адам Мережков, Магомед Дидигов, Новости 24. Сейчас данные по COVID-19. В стране за сутки выявили 22 778 случаев коронавируса. Общее число заболевших за все время 1 948 603. Выздоровело 1 453 849 человек. В Ингушетии за сутки 70 зараженных человек. Всего подтвержденных случаев заболевания 8 401. Выздоровели 6 927 человек, 39 пациентов в отделении реанимации, 6 из них на ИВЛ. Особые условия в и без того тяжелом графике. Сотрудники скорой помощи работают на износ в условиях эпидситуации. К моральному напряжению прибавилась тяжелая амуниция. Они всегда в режиме повышенной готовности, всегда спешат. Но такой нагрузки, как сейчас, не испытывали никогда. Сюжет Муслима Ганиева. Алло, Назрановская скорая помощь.
Их работа не опасна, но трудна. Работники скорой 24 часа в сутки на чеку и готовы по первому же звонку приехать на помощь к больному. Сегодня мы в стенах республиканской станции скорой помощи. Показываем работу медиков изнутри. Фамилия, имя, отчество больного. Год рождения. Все, ожидайте скорую, встречайте нас. И вот очередной крик о помощи. По первичной информации жителю Икажева стало плохо. Мужчина жалуется на боли в пояснице. Времени более подробно узнать о проблеме нет, поэтому вместе с врачами направляемся на выезд. В карете скорой помощи, кроме нашей съемочной группы, еще 3 человека. Это врач, фельдшер и водитель. Сейчас в основном мы ездим на приступы почек, гипертония, сердечные приступы, холециститы, панкреатиты. Тина Цискаришвили в скорой работает около 30 лет, 16 из них в Ингушетии. К такому напряженному графику, говорит, уже привыкла. А тем временем в плотном потоке машин быстро доехать не получается, поэтому водитель принимает решение включить мигалку и сирену. Медлить нельзя. На кону здоровье человека. На дорогу до места назначения ушло около 5 минут. Врачи уже зашли и осматривают больного. Нас попросили хозяева дома не заходить, так что пока ждем здесь. Осмотр медики проводят недолго. Как выяснилось, больной трудится на стройке. Из-за продолжительной работы в сырую погоду обострились боли в пояснице. Врачи поставили укол и предложили госпитализацию. Подписал отказ, сказал, сам поедет обследоваться на снимок и невропатологу. Мы сейчас в данный момент обезболили. Чуть было повышенное давление, дали нифедипид таблетку, снизили давление, обезболили. Дальше сам он сказал, поедет обследоваться. Заканчивается выезд кареты скорой помощи там же, где и начинался, в диспетчерской службе. Сейчас врач записывает данные о выезде, а также какая помощь оказана больному. Число таких выездов в республиканской станции скорой помощи в день может доходить до 240. Каждая бригада в смену выезжает около 15 раз. Главный враг и товарищ в одном лице для этих людей время. Поэтому здесь все как при военном режиме. Медлить нельзя. Жалобы у больных бывают разные, но скорая выезжает на все вызовы. Время реагирования у нас около 2 минут. На прием вызова и потом на отправку. Максимум на это уходит около 4 минут. Выезжают, и в зависимости от расположения от нашей станции скорой медицинской помощи, максимум может до 20 минут доходить это время. Всего в день на станции дежурят 10 карет скорой помощи, 6 бригад на обычные выезды и 4 ковидные. Период пандемии один из самых сложных именно для врачей. Нагрузка на медработников выше в несколько раз. Очередная бригада выезжает к пациенту с подозрением на коронавирус. Если пациент тяжелый, у него сатурация низкая, там где-то там есть определенные признаки, там меньше 92, это уже считается, что не очень хорошо для пациента. Его направляют, в госпиталь, госпитализируют, это у нас по Назрановскому району и РКБ, и НГБ. Тем временем другая бригада вернулась с ковидного выезда. Подозрения не подтвердились. Больному оказали медицинскую помощь и направили на прием к врачу. В период пандемии врачи и водители вынуждены носить противочумные костюмы, маски, перчатки. Особые требования в это время и к обработке транспорта. Ее должны проводить после каждого такого выезда. Единственный кварц лампчий встроенный, кварц кварц включить на 10 на 15 минут. Халиш салоны около зеры кварц лампер халиш салон оти. Ее ставят сюда, включают эту лампу, исключить ее тоже на 10 минут. Обеззараживать микробы, жуются кварц лампы. Это далеко не последний выезд кареты скорой помощи на сегодня. Коронавирусная инфекция продолжает распространяться. С каждым днем число заразившихся только растет. А люди в белых халатах в этот период неустанно ведут борьбу с ней ради нашего с вами благополучия. Муслим Ганиев, Магомед Дидигов, Новости 24.
Федеральное агентство по делам национальности продолжает прием заявок для участия в молодежном этнокультурном конкурсе «Диалог культур». Одна из главных задач – выявление и представление широкой общественности талантливых и одаренных молодых людей, занимающихся творчеством с использованием уникальных традиционных техник, инструментов, приемов и навыков на национальных языках. Программа конкурса состоит из отборочного и образовательного этапов. Для участия в первом туре необходимо до 22 ноября записать видеопрезентацию своего номера в национальном костюме и выложить на сайт проекта www.dialogkultur.ru. Более подробную информацию об участии в конкурсе и номинациях можно также найти на официальном сайте «Диалог Культур». Сегодня прошли финальные противостояния открытого первенства СКФО по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. 500 участников, более 15 весовых категорий. На кону были путевки на всероссийское первенство. Сегодня за призовые места боролись больше 100 дзюдоистов. Наблюдал за схватками спортсменов Идрис Ижиев. По традиции, в третий день соревнований схватки самые зрелищные. Сегодня разыгрывается больше всего медалей. У спортсменов, прошедших первые этапы, есть немного времени проанализировать свое выступление. Сегодня решится все. Как и в любом виде спорта, победа достанется сильнейшим. Выйти на покрытие первым – особый ритуал для Ставропольской школы дзюдо. Владиславу Лукьяненко предстоит сразиться с серебряным призером предыдущего первенства СКФО, представителя Чеченской Республики. С такими оппонентами торопиться нельзя, ведь борец в синем только и ждет ошибки. В первом же размене Владислав ловит соперника. Судья фиксирует иппон. Чистая победа. Переведя дыхание, спортсмен делится своим мнением о выступлении. Соперник был подготовлен, бой был сложный, но я все-таки победил. Из-за пандемии мне было очень трудно подготовиться, но я собираюсь отобраться на чемпионат России. На центральном татами борется наш земляк Магомед Аздоев с участником из соседней республики. В активе ингушской команды всего одно золото, поэтому давление на спортсмена очень большое. К тому же оппонент очень хорош. В конце встречи чаша весов все же склоняется в сторону Магомеда. Дзюдоисту из Ингушетии удается заработать второе очко удержанием соперника после броска. Остается выстоять до конца схватки. Комментировать свой бой Магомед отказался, пояснив, что впереди еще несколько схваток и подводить итог, хоть и промежуточный, пока рано. За поединками внимательно следят опытные рефери. Каждая ошибка может стоить спортсмену путевки на первенство России, поэтому судьи максимально ответственно и терпеливо оценивают каждый проход и бросок. Как и в любом виде спорта, споры – неотъемлемая часть состязаний. Несмотря на то, что первенство проходит без зрителей, на трибунах своих подопечных поддерживают наставники. Организаторы подготовили зал к соревнованиям согласно всем требованиям. Высокий уровень отмечают и представители Федерации дзюдо России. Хотелось бы отметить высокую организацию соревнований, которые проходят здесь. Все службы отработали все четко, достаточно грамотно, не было никаких пререканий никому. Большое спасибо от Федерации дзюдо России. Я думаю, мы не первый год будем проводить еще здесь такие серьезные мероприятия. По итогу 3 соревновательных дней дзюдоистам из Ингушетии удалось завоевать 11 призовых мест. Следующий этап для победителей станет первенство России, которое, если пандемия не внесет свои коррективы, пройдет в Барнауле. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24. 2020 оказался не очень урожайным для КФХ Хусейна Хашагульгова. История хозяйства насчитывает 3 десятка лет. На земле работают давно, но опыт, к сожалению, не влияет на погоду. Земледельцы не досчитались центнеров пшеницы и кукурузы. Посетила аграриев наш корреспондент Дана Плиева. У тех, кто трудится с землей, работа кипит с самого утра. В прошлом году в хозяйстве засеяли 600 гектаров пшеницы и 200 гектаров кукурузы. Но урожайность Ахмеда Хашагульгова не сильно обрадовала. Виной всему засуха. 30 центнеров пшеницы с 1 гектара по региональным показателям довольно хороший результат. Но для фермера он не самый лучший. А с кукурузных полей собрали еще меньше. В предгорных районах, где мы посадили чуть-чуть кукурузы, урожайность очень слабенькая была, где-то около 20 центнеров с гектара мы получили. Вот, заскладировали, положили. Вот это все мы заготовили, это кормовая база для крупнорогатого скота.
КФХ Хашагульгова почти полвека. На ферме есть бараны, овцы, козы, около 100 голов. Для бычков и коров Ахмед Хашагульгов на зиму заранее заготовил 30 тысяч пачек сена и корм. Вот только стойло животных в хозяйстве пустует уже 2 года. И не просто так. Мы каждый год держим от 300 до 500 голов крупнорогатого скота. В этом году из-за погодных условий, из-за низкой урожайности мы не смогли сегодня закупить скот. Но залеживаться на складе сена не будет. Его охотно закупают другие хозяйства региона. Таким же образом реализуют и кукурузу. К примеру, Иса Аушев работает на птицефабрике в Троицком. Приехал сюда за очередной партией. Фермер надеется, что урожайность следующего года будет намного выше. Месяц назад на полях уже засеяли 400 гектаров пшеницы и 200 гектаров рапса. Вторую культуру в хозяйстве сажают впервые. Уже обработали гербицидом от вредителей, внесли в почву нужные удобрения. Ухаживают по всем рекомендациям специалистов Россельхозцентра и Федерального агентства химзащиты растений. Ежегодно они приезжают на поля, снимают пробы, делают анализ, и по мере, по их заключению, какие удобрения, какой азот нужен, там, что нужно, они нам советуют, и мы по их совету вносим определенные поле. На каждое поле, естественно, нужно носить то, что не хватает земле. В ближайшее время тут собираются подпитывать культуру жидкими удобрениями. На экономичную и эффективную корневую подкормку перешли многие аграрии страны. Впервые в нашей республике ее хочет опробовать Ахмед Хашагульгов. Когда мы аммиачную селитру или удобряем, нужна влага, чтобы она начала действовать. А она сразу с момента внесения в землю, КАС начинает действовать. Она подкармливает корневую систему злаков и начинает интенсивный рост давать. Собрать урожай рапса планирует летом. Заключенный договор на поставку культуры из соседнего региона. Также фермер намерен заняться овощеводством. Томаты, огурцы и другие культуры посадят на 60 гектарах. Дана Плиева, Рамзан Зурабов. Новости 24. Новые точки роста в Ингушетии. На базе школ открывают специальные образовательные центры. Они представляют собой сеть по всей стране. Детей будут готовить по цифровому, естественному, техническому и гуманитарному направлениям. Специальное оборудование для этого закупают на средства из федерального бюджета. Подробности реализации проекта образования расскажет Хава Газикова. С ними не страшно. В критической ситуации лицеисты знают, как оказать первую помощь. Навыки отрабатывают на специальном тренажере. Мечевидного отростка надо отсчитать 4 сантиметра, подставить 2 руки и вот таким образом. И в минуту 100-120 раз нажимать. Вот. А если нет реакции? То он умер. Ясмина Нальгиева с детства мечтала стать врачом. Однако воплотить эту цель, прибегая только к изучению теории, вряд ли удастся. В 10 классе у нас была только теория, и мы готовились уже к 11 классу, что у нас будет и практика. У нас уже появилось все, что нужно для практики, это оборудование. Мы уже сами пробуем на манекенах, и нам уже нормально. Не просто теория, а наглядная практика. Так материал усваивается гораздо эффективнее, утверждают преподаватели в один голос. Детям интересно заниматься с муляжами. Им интересно, как поступили эти муляжи. Мы раньше работали на теории, по рисункам, я даже могу показать, по рисункам, где мы работали. Где мы работали, вот рисуночки. При оказании первой помощи, при травме, при ожогах, при попадании в дыхательные пути и народное тело. А сейчас детям интересно, и с интересом они ходят на мои уроки. Причем все это работает не только в рамках школьной программы, но и как часть дополнительного образования. Помимо новых муляжей, которые активно используют на уроках ОБЖ и ОМЗ, в лицее также появился кабинет, оснащенный по последним технологиям. 3D-принтеры и очки виртуальной реальности. Азраил Горбаков, ученик средних классов, после просмотра видеообзоров давно мечтал опробовать технику в жизни. Это VR-шлем, он служит для погружения в виртуальную реальность, и при помощи него можно изучать углубленно какой-нибудь предмет, например, биологию, географию. При помощи этих контроллеров можно управлять этой реальностью. Точка роста направлена на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования. Они помогут России войти в число 10 ведущих стран по качеству образования. А чтобы достигнуть этой цели, школы, попавшие в проект, получают новые шахматные столы, дроны с планшетами, наборы лего для занятий робототехникой. В общем, все модное и современное, чтобы заинтересовать детей. Я собираю лего, и я делаю вот такую конструкцию.
Сама не знаю, какая-то пушка. Что тебе осталось? Вот я это сделала, мне осталось найти красные штучки, и получится такая вот конструкция. В шахматах, это, как мне говорил мой дедушка, самое главное в шахматах – это ум. Вообще сложного вообще нет в шахматах. Количество центров образования «Точка роста» в Ингушетии увеличено с 17 до 59. Если первые центры были открыты только в сельских школах, то сейчас их создают на базе городских учебных заведений. Это большое подспорье для школы в целом. То есть манекены сами по себе очень дорогие, и приобрести их вот так вот у нас, конечно, не было никакой возможности. А сейчас уже и на уроках основы безопасности жизнедеятельности, и на уроках основ медицинских знаний наши учителя используют эти манекены, и дети могут ими спокойно пользоваться, и, думаю, это принесет большую пользу. Так что прогуливать школу уже не интересно. Напротив, место основной тусовки здесь, в учебном заведении. Хава Газикова, Магомед Белакиев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.